В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. В Алдане жертвой мошенников стала 80-летняя пенсионерка. Со слов заявительницы, на протяжении 2 лет она принимала для лечения лекарственное средство, которое заказывала и приобретала по почте. В январе неизвестная женщина, представившись Юлией, позвонила на мобильный телефон пенсионерки и сообщила, что применяемое то лекарственное средство является несертифицированным товаром. Поэтому всем его потребителям выплачивается денежная компенсация в сумме 840 тысяч рублей. Также она сообщила, что полагающиеся деньги можно получить лично и исключительно в Москве. Но Юлия оказалась девушкой сердобольной и объяснила бабушке, что деньги она может получить, конечно, в Якутске, куда ей проще добраться. Единственное условие – это оплата необходимых расходов для перевода компенсации. Ничего не подозревающая пенсионерка добросовестно внесла требуемые суммы через банкомат на указанную банковскую карту. Однако после первого платежа последовали еще несколько аналогичных звонков. И таким образом доверчивая пенсионерка перевела в общей сумме из своих личных денег 191 400 рублей. Конечно же, никакой компенсации обманутая пенсионерка не получила и поэтому обратилась в полицию. По материалам проверки прокуратуры Ленского района возбуждено уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса «Они сражались за Родину». В сентябре 2019 года между администрацией поселка Витим и обществом с ограниченной ответственностью «Арарат» заключен муниципальный контракт. По нему компания обязалась выполнить капитальный ремонт мемориального комплекса «Они сражались за Родину», отнесенного к объектам культурного наследия. При этом работы проведены без разрешения Департамента по охране памятников. В настоящее время комплекс в рамках исполнения муниципального контракта демонтирован. Контракт по соглашению сторон с оплатой проведенных работ в сумме свыше 3 300 000 рублей расторгнут. Объект культурного наследия, посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне, не восстановлен. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». 41-летний житель Ленска признан виновным в покушении на убийство. Во время пьяной ссоры подсудимый пытался сбросить супругу с балкона, расположенного на 3-м этаже жилого дома. Когда потерпевшая схватилась за перила балкона, преступник разжал ее руки. В результате падения женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Суд приговорил преступника к 4 годам в колонии строгого режима. В Якутске будут судить мужчину, который неоднократно избивал свою пожилую мать. По версии следствия, обвиняемый, находясь в своей квартире на почве неприятного отношения к матери, обусловленного ссорой, нанес ей телесные повреждения. В первом случае своими действиями причинил 73-летней женщине травму лица, во втором случае гематомы лица и перелом ребра. После утвердительного обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Грозном на футбольном матче между болельщиками команды «Зенит» и команды «Ахмат» произошла массовая драка. Футболисты прервали игру, чтобы разнять разбушевавшихся фанатов. Очевидцы происшествия утверждают, что конфликт начался в перерыве между первым и вторым таймом. Фанаты «Зенита» сняли майки, чтобы поддержать любимую команду. Болельщикам «Ахмата» это не понравилось. Слово за слово началась драка. К началу второго тайма побоище все еще продолжалось. Это заметили вышедшие на поле футболисты. Они прервали игру, чтобы угомонить позволивших себе лишнее болельщиков. После того, как драка была остановлена, игроки вернулись на поле и продолжили матч. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.